Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Сегодня мы продолжаем изучать раздел «Предание старины глубокой». Урок номер 40. Тема сегодняшнего урока – спор животных. Жануарлар дауы. Сегодня на уроке ты научишься слушать и понимать текст, пересказывать по вопросам, определять основные части текста, жанр произведения, пересказывать по картине. Упражнение номер 1. Прочитай слова. Предположи, о чем может пойти речь в сказке. Сөздерді оқы. Ертегіде не туралы болуы мүмкін екенін болжа. Спор, дау, животные, жануарлар, верблюд, түйе, лошадь, жылқы, корова, сиыр, баран, қой, собака, ит, петух, әтеш, курица, тауық, мышь, тышқан. Наступающий год, келер жыл. Упражнение номер 2. По QR-коду посмотри мультфильм. Подтвердилось ли твое предположение, о чем спорили животные? QR-код арқылы мультфильм көр. Сенің болжамың расталды ма? Жануарлар не туралы дауласты? Упражнение номер 3. Прочитай сказку. Ертегіні оқы. Почему именем мыши назван первый год летоисчисления? Жыл санауда жыл басы неге тышқанның атымен аталған? Спор животных. Жануарлар дауы. Животные заспорили, с чего имени люди должны начинать счет годам. Счет годам здесь в значении каждый год называется именем животного. Жануарлар, адамдар жыл санауды кімнің атымен бастау керек деп таласады. Лошадь сказала, ат айтты, человек пользуется моей силой, пьет мое молоко, из моих волос делает арканы. Адам менің күшімді пайдаланады, сүтімді ішеді, жалымнан арқан еседі. Я перевожу грузы и могу долго идти без еды и воды, сказал верблюд. Мен жүк тасымалдаймын, тамақсыз, сусыз ұзақ жүре аламын, деді түйе. Я пашу человеку землю, он пьет мое молоко, делает из него курд, взбивает масло, говорила корова. Мен ол адамның жерін жыртамын, ол менің сүтімді ішеді, одан құрт жасайды, май шығарады, деді сиыр. Из моей шерсти делают кошмы, вьют арканы, говорил баран. Жүнімнен киіз тоқиды, арқан еседі, дейді қой. Кто первым увидит начало года, именем того и будет он назван, сказала мышь. Кім бірінші болып жыл басын көрсе, соның аты қойылады, деді тышқан. Верблюд был самым высоким, ең биігі түйе болды. Но хитрая мышь поднялась на горб верблюда и первая увидела наступающий год. Бірақ қу тышқан түйенің өркешіне шығып, келер жылды бірінші болып көрді. Так именем мыши назван первый год летоисчисления. Жыл санауда жыл басы осылай тышқанның атымен аталады. Произноси правильно. Счет произносим шот. Верблюд произносим верблюд. Словарные слова. Горб верблюда, түйенің өркеші. Летоисчисление, жыл санау. Упражнение номер 4. Определите основные части текста. Продолжите предложение. Мәтіннің негізгі бөлімдерін анықта. Сөйлемдерді жалғастыр. Первое предложение. В начале сказки говорится о том, что животные заспорили, с чего имени люди должны начинать счет годам. Второе предложение. В основной части рассказывается о том, что каждое животное рассказало о своих пользах человеку и что они достойны быть первым.
Третье предложение. В конце говорится, что хитрая мышь поднялась на горб верблюда и первая увидела наступающий год, поэтому именем мыши назван первый год летоисчисления. Упражнение номер 5. Перескажите сказку по вопросам и картинке. Ертегіні сұрақтар мен сурет бойынша мазмұнын айтып беріңдер. Первый вопрос. Кто из животных принимал участие в споре? В споре из животных принимали участие лошадь, верблюд, корова, баран, мышь. Второй вопрос. Что сказали о своей пользе лошадь, верблюд, корова, баран? Лошадь сказала, что человек пользуется ее силой, пьет ее молоко, из ее волос делает арканы. Верблюд сказал о том, что он перевозит грузы, и он может долго идти без еды и воды. Корова говорила, что она пашет человеку землю, пьет ее молоко, делает из него кур, взбивает масло. Баран говорил, что из его шерсти делают кошмы, вьют арканы. Третий вопрос. Что могли сказать собака, петух, курица? Собака, петух, курица тоже могли сказать о своих пользах человеку. Четвертый вопрос. Что сказала мышь? Мышь сказала, кто первым увидит начало года, именем того и будет он назван. Пятый вопрос. Что придумала мышь? Мышь поднялась на горб верблюда и первая увидела наступающий год. Шестой вопрос. С года какого животного начинается летоисчисление? Именем мыши назван первый год летоисчисления. Упражнение номер 6. Прочитай. Определи жанр текстов. Напиши в тетради загадку. Оқы. Мәтіндердің жанрын анықта. Жұмбақты дәптеріңе жаз. Первое. Маленький верблюжонок, миленький верблюжонок, бархатистые влажные глазки, я к тебе подойду без опаски. Фарида Унгарсынова. Без опаски здесь в значении без страха. Первый текст – это стихотворение. Второе. Это животное есть колючки. Оно может неделю не есть и не пить. Это загадка, отгадка, верблюд. Итог урока. Сегодня на уроке я узнала о том, почему был назван первый год летоисчисления именем мыши. Я научилась определять основные части текста, жанр произведения. Спасибо вам за урок. До следующей встречи.